День, который войдет в историю Ингушетии. 3 кандидата, более 1,5 часов обсуждений дальнейшего курса социально-экономического развития региона. С самого начала претенденты на пост главы кратко и лаконично знакомят собравшихся со своей программой. Говорят о наиболее слабых, по их мнению, участках, то есть проблем в республике, и обозначают пути их решения. Более 2 месяцев возглавляя Ингушетию в должности временно исполняющего обязанности, Махмуд Али Калиматов смог понять, что республика находится в непростой ситуации. Необходимо усилить борьбу с коррупцией и принять меры для подъема сфер субъекта. Обновление требует кадровая политика, имея в виду подбор на руководящие должности настоящих профессионалов. Необходимо усилить борьбу с коррупцией, с заимством. Кардинально меры нужно принимать для подъема экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В рамках участия Ингушетии в федеральных проектах планируется строительство 80 социальных объектов. Это очень серьезная, масштабная программа. Я считаю, что ее осуществление должно отразиться на жизни каждого жителя республики. Обеспокоенность проблемами людей, большой опыт и первые шаги на пути к положительным переменам. Видимо, все это вкупе оказалось намного красноречивее слов. Так, в ходе тайного голосования депутатский корпус большинством голосов поддержал кандидатуру Махмуд Али Калиматова. Из 31 депутата за действующего главу проголосовало 27. За координатора регионального отделения ЛДПР Магомеда Зурабова 3 голоса. За депутата Горсовета Назрани Урусхана Ивлоева голосов нет, а 1 бюллетень оказался недействительным. В этот же день прошла официальная церемония вступления в должность главы Ингушетии Махмуд Али Калиматова. Новый глава, новые цели и новая история. Позже избранный руководитель субъекта обратился к народу. Принимаю это назначение с пониманием масштаба своей ответственности. Выражаю огромную благодарность за оказанное доверие президенту России Владимиру Владимировичу Путину, депутатам парламента республики, а в их лице всему ингушскому народу. Свое избрание расцениваю как одобрение взятого нами курса на обновление. Ингушетия сегодня нуждается в интенсивном развитии всех отраслей экономики и социальной сферы, инфраструктуры, жизнеобеспечения. В соответствии с майскими указами 2018 года президента Владимира Путина в рамках реализации национальных проектов нам предстоит большая работа по качественному повышению уровня жизни нашего народа. Нужно придать экономике большую конкурентоспособность на основе цифровизации и инновационных технологий, вывести на современный уровень сельскохозяйственное производство, продолжить реформы в сфере образования и системе медицинского обслуживания населения. Мы будем уделять особое внимание духовно-нравственному патриотическому воспитанию молодежи, направленному на формирование и развитие личности, обладающие качествами гражданина-патриота Родины, укреплению межнациональной и межконфессиональной толерантности, сохранению культурных и научных ценностей общества, повышению образовательного уровня населения. Мы будем добиваться большей эффективности взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизации межнациональных отношений, участия общественных, молодежных, некоммерческих организаций в общественном контроле. Главными условиями реализации этих задач считаю стабилизацию общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства и сплоченности нашего народа. Отличительной особенностью жителей республики всегда являлась сплоченность и чувство братского плеча. Сейчас мы нуждаемся во взаимопонимании и взаимном доверии, спокойствии и бдительности. Каждый гражданин республики должен решительно пресекать любого рода провокации, домыслы, способные разрушить спокойствие в регионе. Наша главная задача – это безопасность, улучшение качества жизни, благополучия и здоровья наших граждан. Ведущей силой в этих преобразованиях будут жители нашей республики. Уверен, общими усилиями мы сумеем достичь высоких экономических показателей и станем в ряд с передовыми регионами нашей великой страны. Заверяю вас, дорогие жители Ингушетии, что, объединив усилия, мы добьемся нашей общей цели – улучшения качества жизни людей во всех уголках родной республики. Ожиданий от нового руководства у жителей много, да и планы у Махмуд Али Калиматова, судя по избирательной программе, масштабные. Глава Ингушетии у населения пользуется особой симпатией и неоспоримым авторитетом. Он однозначный, ответственный и очень порядочный человек. Я ему желаю наилучших благ, всего счастья ему. Дальше, вы знаете, Аллах ему дал. Мейхаман, измол уже президент дал ему. Док бывай, ходи, почему ничего не делается? Но я уверен, при его власти это будет проверка везде.
однозначно. И финансовой части должна быть проверка. Буду объективно говорить, я ожидаю, как и все, скажем, ребята, молодежь нашей республики, прогресса какого-то, каких-то, в первую очередь, рабочих мест, да, вот как человек, закончив 2 высших образования, то есть у нас безработица, это самая такая насущная проблема на сегодня. Рабочие места, то есть инфраструктуры, развития. Мы верим, надеемся, но мне кажется, он зарекомендовался с очень положительной стороны, как глава нашей республики. В единый день голосования по всей стране прошли выборы различного уровня, от глав регионов до муниципальных депутатов. Они были состязательными и конкурентными. В Ингушетии на 456 мандатов претендовали 824 человека. Подсчет голосов завершился, но об окончательных цифрах говорить пока рано. По предварительным данным регионального избиркома, в целом средняя явка избирателей по республике составила 68,3%. На всех предыдущих выборных кампаниях Джайрахский район становится лидером по явке избирателей, почти 90% от общего списка. По всей Ингушетии, будь то высокогорные селы и равнина, выполнить свой гражданский долг и не остаться в стороне спешили долгожители, молодежь и даже невесты. 126 избирательных участков закрыли свои двери ровно в 8 часов вечера. Вся процедура прошла в штатном режиме. Нарушений закона не зафиксировано. За целый день поступила 1 жалоба в ЦИК России. И то информация не подтвердилась. Срывов у нас нет. Кампания прошла в довольно спокойной обстановке. Чрезвычайных происшествий тоже нет. Здесь я хотел бы отметить, что в день голосования на участках присутствовало около 700 наблюдателей. Комната для молитвы, матери и ребенка, медпункт. На всех участках были созданы комфортные условия для избирателей. А те, кто не смог прийти на выборы, выборы пришли прямо домой. Возможность проголосовать была у всех. По предварительным данным, уже сейчас можно говорить, какие партии в лидерах. Точная цифра, точные данные будут только после определения результатов выборов по всем кампаниям. Но уверенно можно сказать, что большинство мандатов получает партия «Единая Россия». Следующее по числу получаемых мандатов – это «Справедливая Россия». А так, как я уже сказал, все партии, которые участвовали в выборах, они в той или иной степени получили мандаты, получают мандаты. Свое конституционное право могли реализовать более 200 тысяч избирателей республики. Сколько из них воспользовались этим шансом и кто станет депутатом? Итоги будут подведены уже совсем скоро. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.